Добрый день, меня зовут Аня Зайцева, я куратор школы Виталия Окунева онлайн Skills. Сегодня мы записываем кейс с прекрасной любовью. Любовь, здравствуйте, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация у вас была до нашего обучения? Добрый вечер, Аня. Рада вас приветствовать и всех наших слушателей тоже. Хочу сказать, что меня давно интересовали различные виды обучения, потому что человек, который уходит на пенсию, оказывается в ситуации выбора. Либо скучать и стареть, либо двигаться вперед по жизни. А оказывается, вокруг нас, помимо основной оффлайн работы, много интересного. Поэтому и я приняла решение учиться в нашей замечательной онлайн-школе Виталия Окунева. И ни на одну секунду об этом не пожалела. Ситуация была такая, что мне хотелось чем-то заполнить свободное время. Поскольку я человек, который любит учиться, у меня это получается, мне хотелось бы какого-то развития, мне хотелось бы, чтобы вокруг меня были молодые и творческие, интересные, профессиональные люди, у которых есть чему поучиться. Поэтому по роду своей деятельности, я бывший педагог, мне приходилось общаться с большим количеством людей, и, наверное, привычка вот такого общения, объединение, обучение, она остается с человеком до последних дней. Поэтому вот такое было принято решение. Мгм, очень интересно, спасибо. Скажите, пожалуйста, были ли сомнения, идти к нам на курс или не идти? Вы знаете, я уже прошла одну онлайн-школу по специальности менеджер маркетплейсов. Я получила знания, я получила и диплом, но мне не хватало чего-то. Мне не хватало, во-первых, опыта, а во-вторых, мне не хватало какой-то глубины в знаниях. Вот понимаете, вот как читаешь книгу, первые две страницы прочитал, а глубина-то дальше идет. И мне хотелось вот немножко углубиться. Для того, чтобы стать хорошим специалистом, все-таки надо досконально знать вопрос, которым ты занимаешься. Поэтому я решила рискнуть. Во-первых, я побывала на бесплатном трехдневном вебинаре у Виталия Окунева, выслушала, приняла участие, выполнила маленькое домашнее задание, и мне понравилось выступление экспертов. Вот вы, ваша команда, вы просто профессионалы. И мне понравилось, как четко, конструктивно и, главное, глубоко говорили о каких-то вопросах. Поэтому мне показалось, что мне будет полезно. И я все-таки решилась, несмотря на то, что, в общем-то, стоимость определенная обучения, это уже второе обучение, мои близкие меня поддержали, и я такое решение приняла. И не жалею об этом, еще раз хочу повториться. Спасибо большое за теплые слова. Действительно, очень приятно, что вам так все здорово нравится у нас. Скажите, каких результатов вам удалось достичь? Где нашли работу, как трудоустраивались, на каких Вы условиях? знаете, что... Мгм, спасибо за вопрос. Я пока не могу похвастаться тем, что я нашла постоянную работу. Изучая наши уроки, которые дают эксперты в нашей школе, я очень внимательно слушала советы и практические рекомендации из реальной жизни, не просто теорию, а из реальной жизни. И услышала ряд фраз, которые мне показались посильными для моего восприятия и окружающей действительности. То есть в одном из уроков говорилось о том, что нельзя сидеть, ждать, когда к вам постучится наниматель и пригласит вас на работу. Существует много способов трудоустройства, и один из них – это вопрос так называемого сарафанного радио. И вы знаете, я сначала засмеялась, подумала, это не очень серьезно, а потом я вдумалась и оглянулась вокруг себя, вокруг своего окружения. Вокруг меня умные, самостоятельные, очень интересующиеся жизнью люди, активные, творческие, друзья, приятели, родственники. И я подумала, почему бы не попробовать предложить им свои услуги какие-то, о которых я уже знаю и которые я уже научилась. И присутствуя на ряде занятий, в том числе по изучению нейросетей и применения их на работе менеджера маркетплейса, я выполнила несколько домашних заданий, сделала одно продающее описание, потом сделала хорошую развернутую характеристику,
А потом я подумала о том, что а какие же еще функции может выполнять нейросеть. И поняла, что много разной работы можно выполнить, которую предложить людям, не являющимися ни покупателями, ни продавцами, а людям, которые окружают тебя. Вот так возникла идея, и на которую меня натолкнула, может быть, даже сама жизнь. Я думала уже об этом. Я разместила наша разработанная с помощью наших экспертов, спасибо за помощь, резюме, разместила сопроводительное письмо на свою страничку в Инстаграм, значит, на свои странички в Фейсбук и так далее. И вдруг мне пришла идея, почему бы сюда не разместить еще и то, какие мы услуги можем выполнять, в частности, то, о чем рассказывают наши кураторы. И одна из услуг мне показалась доступной. Когда мы изучали нейросеть Suno, там оказалось очень, не очень сложное, хотя достаточно серьезное задание в этой сети составить песню вместе с нейросетью. Я подумала, я никогда особо музыкой не занималась. Стихи, наверное, есть какое-то чутье у меня к рифме и так далее. Но что если попробовать? И вы знаете, что я сделала первую свою работу для своих внуков. У меня 2 изумительных внука, которые проживают с дочкой в другой стране, и мы скучаем за ними. И я написала песенку про 2 братиков, Толика и Леника. И она получилась настолько милая, что я решила попробовать ее отправить своим друзьям. Когда я отправила своим друзьям, они были в восторге, потому что там звучали и имена мальчиков, и их характер, и какие-то ситуации, которые я описала в нейросети. И мои друзья спросили, вот напрямую, а можешь ты такое написать нам песенку или такое какое-то стихотворение сделать, например, к юбилею, к дню рождения и так далее. Я, конечно, сразу не дала ответ, потому что ответственная работа вдруг не получится. Я очень боялась, переживала, еще раз пересмотрела урок, еще раз пересмотрела эфир. И услышала советы наших экспертов. Девочки, которые говорят, ничего не бойтесь, пробуйте, все получится. А если не получится, значит, просто скажете, ну, спасибо, до свидания. И я решила попробовать. У моей ближайшей подруги, у мужа юбилей, вот буквально через несколько дней. И я ей сказала, давай я предложу тебе вот такую услугу. Вы знаете, я была удивлена, насколько быстро и насколько здорово согласился человек. И сразу сказала, конечно, это очень интересно, это будет необычный подарок. Во-первых, это душевный подарок. Это не стандартно, как всегда мы покупаем мужьям, да? Галстуки, носки и бритвенные приборы. А это будет что-то для души. И тем более гости будут там, где мы будем праздновать этот праздник. И я села и поработала. Поработала, правда, не очень быстро. Пару дней мне пришлось потратить. Но у меня получились неплохие стихи. А потом уже я выбрала мелодию. И таким образом получилась песня к юбилею человека. Знакомого, родного, близкого человека для моей подруги. Очень прекрасная история, прям вообще изумительная. А подскажите, за какое-то вознаграждение вы это сделали? Вы знаете, что я перед тем что-то делать, я всегда изучаю ваши уроки. И я посмотрела, что на одном из уроков была разработка чек-листов, и потом грамотная разработка чек-листов. То есть просто сказать человеку, я сделаю тебе такую-то, такую-то услугу, это будет стоить столько-то, это не совсем солидно и не совсем серьезно, и, наверное, вызовет определенное недопонимание. Поэтому я посмотрела, как делают наши эксперты эти чек-листы, попробовала сама разработать чек-лист задания, техническое задание для клиента, который хочет, чтобы написали песню его близкому. Я расписала несколько позиций, что мне надо от клиента, там фотографию, данные и так далее. И отправила это подруге. Вы знаете, она сразу отнеслась к этому очень серьезно. Потому что, во-первых, бывший учитель, они привыкли читать документы, а во-вторых, это уже как-то серьезно прозвучало. Там пунктики стоят, какие-то там задания надо ответить. И мне она прислала четкий ответ по моим вопросам, по техническому заданию. И мне поэтому было намного легче писать эту песню, потому что она проговорила какие-то нюансы характера этого человека. Она дала фотографию, она написала те мысли и теплые слова, которые бы хотела услышать в этой песне. И я применила их для составления сначала стихотворной формы.
Но пока, поскольку наши эксперты молодцы, они правильно нас учат. Если вы хотите начать работать, не надо сразу брать очень высокие цены, потому что, во-первых, мы не гарантируем качество, мы учимся еще работать, а во-вторых, это может отпугнуть будущих клиентов. Поэтому я решила так, начнем с 1000 российских рублей. На белорусскую валюту это 42 рубля. Это не очень большие деньги для нас, но вместе с тем это определенная сумма, которая позволяет мне себя уважать как мастер. Поэтому вот это было сделано. В чем была сложность, я вам хочу сказать. Правильно говорили вы на занятиях, нельзя полностью доверять все нейросети. Надо перепроверять обязательно. Вот мне пришлось перепроверять несколько раз, даже самой придумывать какие-то рифмы в стихотворение для того, чтобы это не звучало очень формально. А то, ну, понимаете, звучало как-то не то чтобы суховато, там были очень хорошие фразы, теплые такие, все, но оно как-то не совсем связывалось в некоторых местах, поэтому пришлось переделать. И я хочу вам сказать, что мне нейросеть написала 6 вариантов песен. Разные музыки, разные стили, разные по мелодичности. И я клиенту своему отправила 3 варианта из тех, которые мне понравились, ну, которые, на мой взгляд, более достойно выглядели. И хочу сказать, 2 из этих вариантов были одобрены. Я сказала, берем оба. Поэтому вот таким образом получилось первое взаимодействие. А второе взаимодействие, уже рассказывая своей сестре об этом чудесном событии, что у меня первое задание выполнено, я начинаю трудиться, я не зря потратила время. И так далее, она сказала, и я хочу, чтобы мне сделала ты такую услугу, потому что я говорю, не могу сделать такую услугу сестре, а она говорит мне, а я не для себя хочу, я хочу для тоже близкой мне подруги, и это как для чужого человека, но это человек для меня близкий, поэтому я 2 дня тоже готовила и подготовила не просто еще песню, а еще подготовила такую открыточку поздравительную, и очень мне понравилось в нейросети, нашла там такой мужской голос, приятный очень, который перед песней говорит слова, что, например, ну, кратенько, 2 слова буквально, что ты моя старшая сестра, женщине этой, и что ты заменила нам маму, когда ее не стало. И моя сестра мне позвонила и сказала, что я плакала, когда слушала эти слова. Настолько трогательно получилось. Это попало в точку. Поэтому мне, вот, знаете, как-то и понравилось. Ну, и я теперь подготовила договора, конечно, те, которые рекомендованы у нас на занятиях для заключения договора и для оплаты. Сейчас я отправила, согласно технического задания, им варианты, которые у меня получились, по 2 варианта каждому отправила. И жду ответа на этой неделе. И я думаю, что вот вчера мне практически отзвонились они обе, что работа принята, они очень довольны работой. Ну, теперь наша задача правильно оформить все и рассчитаться. Вот такая история небольшая. Слушайте, очень здорово, прям. Я даже сама чуть не прослезилась, когда вы, да, рассказали вторую историю. Очень здорово, прям за душу берет, честное слово. А, Подскажите, как вам наши эксперты, наши кураторы? Вы знаете, я очень довольна, и я вам хочу сказать, что у меня были определенные трудности на занятиях. И я всю теорию, все очень хорошо понимаю, у меня очень хорошая память. Но я не владею очень хорошо компьютерной грамотностью. У меня пробел оказался из-за того, что во время моей работы я пользовалась в основном телефоном, и у меня сидело рядом 2 секретаря, которые мне по моему, так сказать, любому движению давали мне любую информацию с компьютера. Мне не надо было самой работать с таблицами и так далее. Сейчас мне приходится догонять. Я очень рада, что в нашей программе есть 29 уроков компьютерной грамотности. Я их потихонечку, один за одним уроком, в перерывах между основными занятиями, домашними заданиями, я их изучаю. Вот 1 урок хотя бы в день прорабатываю. И я хочу сказать, что я для себя наконец-таки открыла Excel, формулы, суммы и так далее, эти функции. Для меня это раньше было просто красивой табличкой цветной, которую мне на стол подавали. Я для себя открыла
Google Диск, я для себя открыла и Word в полном как-то объеме. Это все благодаря вот этим занятиям и тому, как наши эксперты корректно, спокойно, неторопливо, точка за точкой рассказывают, как себя вести. Ведь не секрет, что не все владеют сегодня компьютером, и многие мамы, сидящие в декретном отпуске, и многие пенсионеры, которые хотят поработать. В общем-то, поэтому молодые, умные, красивые. Мне так жалко, что я родилась намного позже, чем сейчас. Я бы хотела сейчас вот быть с вами в струе и работать, но я хотя бы немножечко хочу зацепить эту эпоху, потому что это очень интересная эпоха и очень интересное развитие. И хочу сказать, сегодня у меня уже наклевывается третий заказик. Он тоже будет связан немножко с сетями, только уже больше с нашей профессией менеджера маркетплейсов, потому что меня попросили в одном магазине, где я приобретала товар, сделать рекламу на моей страничке в Инстаграм. А у нас такие уроки были, как раз таки внутренняя и внешняя реклама. Вот я хочу попробовать в рамках внешней рекламы работать с блогером. Я уже такой блогер. Я попробую на своей страничке сделать рекламу этого магазинчика. Они сказали, нас устроит любой вариант вашей работы, потому что у меня как бы есть подписчики и неплохая просматриваемость. Вот за этот месяц 157 тысяч просмотров было моей странички в Инстаграме. Поэтому я попытаюсь это сделать, и если получится, то это будет мой маленький третий уже заказик, и я думаю, что так потихонечку среди знакомых пока, среди близкого окружения, кто тебя знает, можно начинать, хотя бы для того, чтобы в тебе вот эти росточки уверенности появились. А потом, может, дай бог, я все время говорю, что мой селлер или моя компания, она еще впереди, она меня ждет, пока я подготовлюсь, пока я знания получу, она придет. Не надо торопиться и не надо опускать руки. Я иногда читаю, как люди уже немножечко начинают паниковать и сдаваться. И вот я когда читаю, слышу всегда ваши рекомендации кураторов, как вы так спокойно, корректно поддерживаете. И я думаю, какие молодцы, я не знаю все. Понимаете, поэтому очень интересно учиться. Спасибо вам большое, вашему коллективу. Я очень довольна, что я с вами соприкасаюсь. Да, на самом деле правильное мнение, что сдаваться никогда нельзя. Сдаваться мы всегда успеем, а вот перебороть свой страх, к сожалению, не всегда. И именно вот преодоление, первый шаг в свой страх, это и есть точнее, тот самый первый шаг к победе. Поэтому вы все правильно делаете, молодцы. Подскажите, ваша жизнь уже как-то изменилась, и что вы планируете дальше? Моя жизнь изменилась тем, что мои близкие, они восприняли это положительно. И дочка моя, и муж мой, и зять мой, и даже мои внуки гордятся своей бабушкой. Я хочу сказать, что есть одна определенная сложность, и у многих, наверное, людей моего возраста есть небольшая обида. Все почему-то считают, что пенсионеры – это уже все. И поэтому очень трудно найти работу в том плане, что надо доказать, что ты еще жив, что ты еще идешь вперед и так далее. И не надо пинать на возраст здесь. Здесь никто не виноват. Просто надо убедить своего селлера, что ты тот человек, который нужен. Возможно, именно твой опыт, твой жизненный опыт поможет плечо подставить в трудную минуту. Ведь иногда бывает ситуация, когда и помощь нужна, даже и моральная поддержка. А у людей с опытом с жизненным такая поддержка может быть. Мы видим и чувствуем эти ситуации. Моя жизнь изменилась тем, что у меня перестало пропадать просто так время, используя рекомендации по составлению планирования. Кстати, я всю жизнь планировала свою деятельность, потому что работала руководителем. Но сейчас я уже это делаю грамотно при помощи блоков различных и так далее. У меня не стало свободного времени просто на болтовню. Я даже с подругами общаюсь в определенные дни, в определенное время, потому что все остальное время у меня занято учебой, развитием. Я посещаю вебинары, я посещаю платные, бесплатные, всякие занятия. Я учусь сейчас еще в школе по нейросетям дополнительно, плюс к нашему менеджеру, для того, чтобы это могло помочь и карточки делать более эффектные, и описания. И у меня мечта
вообще моя любовь инфографика на самом деле. Я обожаю это направление. Я его для себя открыла, учась в вашей школе. И я хотела бы тоже найти вот именно работу по специальности или хотя бы разовые задания. Я попробую найти таких людей, которые хотят, чтобы я выполнила им эти задания. Потому что это тоже ну, колоссально интересно и здорово. Поэтому жизнь изменилась, она наполнилась смыслом. И я перестала ждать конца, я стала ждать начала чего-то нового, интересного, веселого, и путешествий, и приобретения того, что мне надо. И мне очень надо купить новый компьютер современный, очень надо. Поэтому у меня цели есть, я их выстроила по системе АБ, которую вы нам давали, и я потихонечку к ним иду. Кстати, часть промежуточных целей уже выполнена. Это очень здорово, на самом деле. Прям слушаю вас, как услада по ушам, прям очень позитивно. Подскажите, кому порекомендуете наш курс и какой дадите совет новичкам? Вы знаете, что мне пару человек написали с нашего курса, познакомились со мной женщины, мы переписываемся. И одна женщина просто мне в Инстаграм написала, я дала ей все координаты, дала ссылочки на вашу, не интересовалась еще, пошла ли она учиться. Она говорит, я думаю, все. Но я стараюсь на своей страничке в соцсетях, на страничках, у меня еще телеграм-каналы 2 есть, я там стараюсь выкладывать и работы наши, которые мы выполняем. Сделали подставочку, выложила, сделали там, и пишу. И на мой канал подписано в телеграм-канале моей подруги. Говорят, нам это не надо, но нам это очень интересно. Твои эти подставочки, твои эти юниты экономики и все остальное. Я говорю, развивайтесь. Короче, вот, и если есть у кого-то желание, будут меня спрашивать, я, конечно, буду рекомендовать именно вашу школу, потому что мне нравится объем информации и как она подается, и глубина информации. Вот понимаете, надо выйти из обучения специалистом, а не просто человеком с дипломом. То есть, чтобы ты понимал. Трудновато, конечно, с тестовыми заданиями, они как-то немножко ошарашивают всех. Но это, наверное, как тренировка, репетиция. Ну, наверное, непосредственно на самой работе будет более спокойная обстановка с точки зрения, ну, не надо будет там торопиться, там оценку ждать какую-то прочее. Ты просто будешь выполнять свою работу серьезно, обстоятельно, по-деловому и конструктивно. Поэтому буду рекомендовать вашу школу, и я очень рада, что я в ней учусь. И как только рассчитаемся все учебы эти, пойду дальше. Может, у вас еще что-нибудь интересненькое откроется с удовольствием. А может, стану куратором. Все Это возможно, я. все возможно. Мир такая штука, не знаем, что будет завтра ни с кем, поэтому отрицать что-либо немножко неправильно. Ну да. Я была рада с вами пообщаться. Супер зарядилась на вечер и вашими эмоциями. Очень здорово. Спасибо вам еще раз большое за наше интервью. Вам хорошего вечера. Спасибо вам большое за работу. Всем вашим кураторам передайте благодарность не только от меня, наверное, от всех наших учеников. И вы на правильном пути, вы обязательно нас поддерживаете, вы нас подхваливаете, мы как дети все. И мы нуждаемся в этой поддержке. И слова, конечно, огромные благодарности вашему руководителю за то, что была идея создания школы. И очень важным является то, что вы имеете лицензию Министерства образования. Это говорит о том, что вы на рынке пользуетесь успехом, что вы действительно объективно серьезная школа, дающая глубокие знания. Поэтому мне это очень нравится, и мне не стыдно будет показывать диплом об окончании на своей страничке в Инстаграм. Я обязательно сфотографируюсь и выставлю этот пост. Ну, я думаю, нейросети помогут мне еще и слова красивые подобрать к этому посту. Поэтому спасибо большое и спасибо, что вы пригласили меня на интервью. Я думала, что сказать. Ну, мне хотелось сказать от души, искренне. Я постаралась это сделать, ну, вот так, как я понимаю эту ситуацию. Да, спасибо большое за теплые слова еще раз. Хорошего вечера. Спасибо. До свидания.